Настоящим ударом стало для родителей сообщение о недуге 4-летней Салимы Бековой. У ребенка обнаружен лейкоз. Сейчас она проходит дорогостоящее лечение, средства на которые собирали всем миром. Тяжелую историю маленькой девочки со слезами на глазах слушали зрители благотворительного концерта. Мероприятие прошло в детском саду «Старт в будущее». Жаридат Халухоева расскажет. Жить, чтобы просто любить тех, кто рядом с тобой. Не детская история, рассказанная маленькими артистами о Салиме Бековой, которая в свои 4 года вынуждена бороться за право быть обычным ребенком, играть в игры с другими детьми или кататься на велосипеде, как год назад, до того, как ей поставили страшный диагноз. Сегодня ее история звучит из уст воспитателей детского сада. Она 17 дней пролежала в больнице, но состояние девочки только ухудшалось. Поднялась температура. Родители приехали на международное лечение и поставили диагноз лейкоз, рак крови. Поддержка и опора нужна всем людям без исключения, но особо в них нуждаются дети и семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это чувствует каждый, кто находится в этом зале. И хотя самой Салимой здесь нет, протянуть руку помощи, чтобы высохли слезы боли на глазах хотя бы одного ребенка, оказалось важнее всего. Когда видишь маленького ребенка, не знаешь, чем ему помочь, у него довольно серьезное заболевание. Конечно, это сильные эмоции и желание помочь и поддержать такую семью и такого ребенка. Ребенок очень тяжело болен. Нам очень вообще даже смотреть, слушать такое очень тяжело. Не то, что иметь такого ребенка в доме, конечно, родителям хотим оказать полнейшую поддержку. Море улыбок, безудержное веселье, заразительный смех. Каждый день, видя такими своих воспитанников, работники детского сада решили подарить эту частичку счастья и Салиме, вдохновив ее тем самым не опускать руки и продолжать бороться со своим недугом. Привлечь внимание людей к бедам тех, которые находятся рядом с нами. Может быть, они не знают, что не прилагая каких-то усилий, они могут помочь кому-то. Надеюсь, что, как сказал наш руководитель, после нашего мероприятия сегодняшнего, людей, готовых протянуть руку помощи, будет в разы больше. Ежегодно в республике выявляются десятки случаев онкологических и гематологических заболеваний у детей. Процесс лечения и реабилитации ребенка нелегкий, сопровождается материальными затратами. Здесь помощь по-настоящему неравнодушных людей порой просто необходима. Для семьи Бековых такими благотворителями оказались фонд «Тешим» и воспитатели Сужинского детского сада «Старт в будущее». За очень короткий промежуток времени сбор средств продолжался чуть больше 2 недель. В благотворительной сфере это короткий срок. Сумма была собрана. Сегодня состоялось благотворительное мероприятие, на котором были собраны эти средства. А той семье я могу сказать, что в данное время они находятся в Ставрополе, проходят лечение. И всю собранную сумму мы переведем им. Мы провели чудесное мероприятие, в котором участвовало очень много гостей. За все огромное всем спасибо. Милосердие никогда не останется незамеченным. Этот концерт – яркий пример того, что в нашем мире есть место милосердию. И хотя, к сожалению, невозможно спасти всех больных детей и решить проблему в корне, мы в состоянии помочь кому-то одному. Жаридат Халухоева, Аслан Героев, Новости 24.